Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Саясат Саякат». И, как всегда, мы говорим о внешней политике международных отношений. Сегодня тема нашего обсуждения – это кыргызско-казахские отношения 2019. 27 ноября ожидается визит президента Республики Казахстан Токаева в Кыргызстан. Это будет государственный визит, самый высокий по своему статусу. И динамику кыргызско-казахских отношений мы решили обсудить с известными в Кыргызстане экспертами. Аюповым Асылбек Нургазиевичем, заведующим кафедрой национальной экономики и регионального развития КРСУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Политологом Алмазом Таджибаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Тогда давайте перейдем непосредственно к первому вопросу. Асылбек Нургазиевич, вот как вы оцениваете сегодня с точки зрения геоэкономики кыргызско-казахские отношения? Ну, прежде чем остановиться на развитии кыргызско-казахских отношений, немного хотелось бы дать экскурс, с кем мы сотрудничаем во всех отношениях экономических, культурных, общечеловеческих. И хотел бы сказать, что наш сосед, с которым мы имеем достаточно протяженные границы от востока Иссык-Кульской области до запада Чуйской и Таласских областей. Протяженность границ с нашим соседом где-то свыше 1000 километров. Сосед это известный и в мировой политике, и в мировой экономике. Республика Казахстан. Территория его достаточно обширная, занимает 9-е место в мире. И не зря известный казахский поэт Алжас Сулейменов сказал, что территория Казахстана там разместится 5 Франций. Действительно, если наложить кыргызскую территорию на территорию Казахстана, то это где-то 7%. Это говорит о чем? О том, что действительно наш сосед, в котором, я думаю, мы должны радоваться и гордиться, имеет большие ресурсы. По хрому 1-е место в мире, по урановым месторождениям 2-е место в мире по запасам этих месторождений. Всем известно, что Казахстан является и обладателем нефтяных месторождений на Каспии. В общем, потенциал Казахстана достаточно обширный, богатый, что дает ему возможность развивать казахстанскую экономику во многих направлениях. Это основа, это промышленность Казахстана, это машиностроение, металлообработка, это горная добывающая промышленность, это ресурсы угля, металлов. Можно говорить очень многое. Фактически вся таблица Менделеева, она представлена на территории Казахстана. Поэтому, пользуясь такими возможностями, Кыргызская республика, она должна, конечно, быть в самых тесных, самых заинтересованных отношениях с нашим соседом. Что хотелось бы еще сказать, что действительно казахские предприниматели имеют, конечно же, определенный интерес к нашей экономике. Прежде всего, это горнодобывающая промышленность, где они принимают участие в тендерах по разработке золотых месторождений, оловянных месторождений, и других запасов полезных ископаемых, которые находятся на территории Кыргызстана. И другие проекты, это промышленность строительных материалов, где в основном это производство цементной продукции, азбоцементных труб, это в Чуйской области Канский цементно-шиферный комбинат. И на юге это Кызылкия,
кыргызский цемент, там тоже производится достаточно высокого уровня, высокого качества цементной продукции, которая широко используется не только на юге нашей республики, но и у соседей Узбекистана. Вот. Ну, другие экономические отношения, конечно, вот, говоря о пищевой промышленности, это прежде всего, конечно, производство зерна. Зерно у нас, собственное зерно, ну, добывается, выращивается, собирается где-то в объеме 600-700 тысяч тонн, в зависимости от климатических условий. Но потребность Кыргызстана в зерне – это 1 миллион 200-300 тысяч тонн. Поэтому вот этот дисбаланс нам закрывает наш сосед Казахстан, поставляя нам свое зерно. Ну, если сопоставить качество зерна, конечно, казахстанское зерно, оно немного выше, и поэтому желающие использовать в хлебобулочных изделиях, в других направлениях пищевой промышленности, они отдают прежде всего предпочтение казахстанскому зерну, исходя из его качеств. Мы получаем также и в готовом виде муку из Казахстана. Из Казахстана мы получаем прежде всего, почему у нас, если взять торговый баланс, то здесь превалирует, конечно, импорт со стороны Казахстана, но в импорте основная доля – это нефтепродукты, это горючее для автомобилей в виде бензина, это дизельное топливо, это мазут, то, что необходимо для наших потребителей, для нашего рынка. С другой стороны, мы получаем из Казахстана такие виды важных для нас продукции, это металл, металлические изделия и так далее для наших промышленных объектов. Ну, об этом говорить можно очень много. И тем более здесь надо, какой плюс, что сосед Казахстан – это обширный рынок. То есть для наших товаропроизводителей, особенно сельских товаропроизводителей, для наших фермеров, которые производят и мясомолочную продукцию, и фрукты, овощи и так далее. Это необъятный казахстанский рынок, для нас это большой плюс. Поэтому с этой точки зрения вот, нам очень выгодно было бы наладить реальные, хорошие социально-экономические отношения с нашим соседом. И думаю, вот предстоящий визит нового президента Республики Казахстан, эти вопросы должны быть затронуты, и уже более конкретные, на конкретной основе они должны уже реализовываться в практической деятельности. Спасибо. Алмаз Мырза, вот вам вопрос такой, вот вы как политолог, как вы оцениваете вообще геополитические и политические взаимоотношения между Кыргызстаном и Казахстаном вот за последние годы? Ну, у нас были отношения разные, были подъемы, были падения, и всегда в Центральной Азии Казахстан – это вот гегемон, можно сказать, в экономическом плане, да, то есть страна номер один. С Узбекистаном это две такие соперничающие за геополитическую ситуацию. И в этих отношениях, естественно, Казахстан всегда давлела. Если она захочет, то закрывала границы, торговые войны. Вот, Протекционизм, да? Протекционизм, допустим, когда впервые нужно продать казахские товары, казахских производителей, а именно фермеров, а потом пускала наших на свои рынки. Да? Это всегда и было раньше, и сейчас есть вот в этом плане, да, двухсторонних сотрудничеств. То есть если и были, не пропускали, допустим, углеводороды российские, станции Луговая в свое время, они по надуманным разным причинам состава эшелона стояли нефтепродуктов. То есть разные были, ну, как бы я сказал, то есть это не одинаковое, да, но всегда нашим отношениям Казахстан всегда давлела. Мы, к сожалению, очень до сих пор зависим от транспортного коридора в России. И вот в наших отношениях я не сказал бы, чтобы они супер хорошие,
на данный момент, да. И даже завтра, мы не знаем, но вот в Казахстане поменялась как бы глава государства, Токаев приезжает, и это больше, я думаю, что казахские интересы всегда защищались и будут защищаться. Я не думаю, что завтра же станет нашим производителям легко экспортировать в Казахстан. Те же препоны, те же сложности будут оставаться. Здесь больше, скорее всего, Токаеву нужен вот это уже 4-й государственный визит в нашу страну. Ну, самый высокий, да, по Да, статусу. самый высокий, и ему нужно просто как бы, он больше должен показать себя, что он глава Казахстана, а не Назарбаев. То есть балтийский транзит, он в Казахстане полностью не завершился. Вот, кстати, многие политологи удивляются. Вот, балтийский транзит, в Узбекистане, он завершился быстро, пришел Мирзиёев. В Казахстане какое-то двоевластие, двусмысленное положение. Да? Назарбаев полностью не ушел, он дает какие-то комментарии, выступает. Но есть же хорошая поговорка «уходя, уходи». Да? Насколько сейчас вот эта ситуация завершилась в балтийском транзите? И чтобы, как бы, на самом деле, все привыкли, чтобы было не главы государств, да, а всегда нужно иметь отношения с одним, очень сложно двумя. Вот даже если Россию возьмем, Медведев, Путин, все-таки там как бы альфа, нужно Не, ну разговаривать. там президент да. и премьер-министр. Да, Назарбаев но они нет, меняются. таких самых. И здесь тоже самая ситуация, но по привычке почему-то вот главенствует Назарбаев, имея авторитет, то, что он страну Казахстан поднял на определенный уровень или удержал. Но вот Токаеву нужно уже презентовать себя по-другому, что он глава государства. И этот визит, а накануне глав будет ЕАЭС, глава государства. ОДКБ, да? Да, ОДКБ. Мы представим вот да, главы. 28 ноября. Да, и ему очень важно Токаева, как вот лидера, как личности, заявить, что в Казахстане он глава Ну государства. вот, если посмотреть динамику с избранием Токаева вот за 2019 год, да, он совершал визиты. Это был первый визит символический, конечно, в России. Он показывает вектор, куда будет двигаться Казахстан. Потом был в США, потом в Узбекистан и вот теперь к нам, в Кыргызстан. С точки зрения геополитики это о чем говорит? Это значит, Казахстан придает особое значение кыргызско-казахским отношениям или нет? Я думаю, что нет, потому что геополитически Казахстану важен партнер Узбекистан. Как бы две страны более по значимости и ВВП, вот две страны стоят. Но вот в этом мы как бы всегда, я еще раз хочу повторить, что она всегда как бы поучала Кыргызскую республику, то есть внешней политики, да, всегда. Ну, и мы по привычке имели поддержку где-то взаимовыгодной. Но в некоторых моментах, допустим, мы тоже не согласны внешней политике с Казахстаном, допустим, по Аралу, да, то есть которые и водные проблемы, которые не в нашу пользу вот соседям, да, хотя бы за хранение, как бы продавать воду, они этим не считают, они просто компенсируют наше водохранилище. Ну, там сумма небольшая, да? Да, и поэтому вот какие-то вот эти вопросы. Потом еще хотел бы сказать, что Казахстан с другой политическом склоне, если вот экономически, да, допустим, углеводороды, у них государственное предприятие, а Всемирный банк, эксперты и Международный валютный фонд говорят, те страны, которые не прибыль, а доходы государства составляют из госпредприятий, из углеводородов, то они могут потерпеть кризис в будущем, да, когда вот цена упадет. И мы уже наблюдали это. А те страны, допустим, у нас даже в рыночных отношениях чуть-чуть мы идем впереди, потому что основная доля у нас доходов это все-таки налоги через налоги. Это стабильность нашего государства, нашего ФОМа. Да? Вот в этих отношениях, естественно, и банковская среда у нас была, и кыргызский СОМ был плавающий, да? То, что они, с другой стороны, больше тоже брали у нас, и у них вот 2 года назад, если не ошибаюсь, да, они тенге пустили плавающие, естественно, у них была дефляция, ну, упала в цене. Поэтому я думаю, что вот наши взаимоотношения, конечно, нужно улучшать, но не с точки зрения старшего брата Центральной Азии, да, а с точки зрения на равноправных основах, да? равного партнерства, да, и все-таки мы знаем, сколько было давления, условия
И в некоторых моментах, помните, борьба за рынки, когда мы были не члены ЕАЭС, да, которые хотели в Кордуае рядом открыть базар, то есть не увенчалось. И ну, вот какие-то вот взаимодействия должны быть, естественно, но должны быть согласно международных стандартов, мы должны, вот пропускная способность, транзит Казахстан должен обеспечивать. Это даже не, вот как договоримся с ними, да, это должно быть как порядок, как наши воды текут в Казахстан свободно, также транспортные коридоры должны быть, быть свободны, да, транзит товаров, они и границы должны быть открыты, раз мы на самый ЕАЭС, члены ЕАЭС, да, не придумывают всякие препоны, и до сих пор есть уровень коррупции в казахских таможнях, что они до сих пор берут взятки, вот этот уровень. И по индексу уровня восприятия коррупции Казахстан тоже на последних странах, и индекс демократии тоже в авторитарных странах. Мы-то впереди по свободу слова, свободу собрания, ну, силы демократических преобразований. Естественно, Казахстан остается в авторитарном режиме, и политически у нас совсем другая сторона. И вот, ну, мы страна политических инноваций, да? Мы островок демократии. Наоборот. Мы можем передать опыт, да? А уже передается опыт, потому что граждане, соседи, да, они берут и... Кстати, внимательно изучают политические процессы, которые проходили в Кыргызстане. Да, через нас сравнивают. Опыт перенимают. Да, опыт сравнивают. Мы там можем, как бы, уже два революционных ситуации, да, у нас транзит власти менялась, а вот как быть Казахстаном, естественно, Назарбаев одна из причин, которой он ушел, как бы, из главы государства, президента, да, это и есть наш, то есть он, с одной стороны, испугался и сделал мягкий транзит власти, чтобы не было сразу же, вот как у нас в стране, изгнания президентов, если еще даже привлекли бывшего президента Атамбаева к ответственности. Спасибо. Асылбек Нургазиевич, вот вам такой вопрос. Вот ВВП на душу населения есть такой показатель, да? Много индексов есть. Но вот если взять три страны, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, в Казахстане он больше, да, на ВВП на душу населения, но вот если брать Кыргызстан, это где-то $1200, но интересно, что 32 миллионов и Узбекистан, у них всего на $100 больше, $1300. Вот почему так получается? Все-таки вот какие-то причины есть для этого, да, экономические? Нет, ВВП на душу населения – это основной макроэкономический показатель, который характеризует социально-экономический уровень страны, государства. В Казахстане, ну, естественно, экономика с кыргызской, ну, сопоставлять, конечно, невозможно. И поэтому этот показатель в 10 раз выше в Казахстане, чем у нас. Если взять Узбекистан, там он повыше, конечно. Это не, как вы сказали, не 1000. Ну, 1300. Я смотрю официальные данные, которые они определяют. Там побольше, там повыше, чем у Таджикистана. И... Ну, Таджикистан самый маленький у них. Нет, Таджикистан сейчас идет на подъем. Он, так сказать, строит гидроэлектростанцию. Недавно сдал в эксплуатацию вторую очередь, да? Да, Рагунскую ГЭС, да, Рагунскую ГЭС, который, в общем-то... Ну, там тоже кредиты же это гигантские. Но я думаю, это все окупается за счет того, что он будет экспортировать свою электроэнергию в соседние государства, Афганистан и дальше. Ну, касса 1000, да, вы имеете в виду? Да, поэтому мы хотели этот тоже вопрос, но отстали, к сожалению. Но здесь больше политики, поскольку, я так понимаю, вот мы намеревались построить Верхненарынский каскад, Камбарата-1, Камбарата-2, заключили договор с Росгидро, но потом в свое время, когда ушедший в иной мир президент Узбекистана Ислам Абдуганиевич Каримов, он, в общем-то, резко высказался, когда президент России приезжал, что если кыргызы будут дальше вот так продолжать свою энергетическую политику, мы вынуждены будем принять ответные меры. Поэтому здесь вот... А что они могут, ответные меры? Воды же, если воды не будет, как можно? Закрытие границ. Ну, здесь мер очень много, потому что, опять же, если сопоставить экономику Узбекистана и экономику Кыргызстана, это тоже... Ну, у нас 1200, у них 1300. Ну, нет, я вот всегда поражаюсь, потому что... 1300, у них не 1300, а где-то порядка около $8000.
на одного узбекистанца. Ну, я Потому беру что- официальные данные. Там даже не близко к 3 даже нет. Не знаю. Вот. Ну, хорошо, тогда вот давайте такой вопрос мне. Вот кыргызско-казахские отношения, да? Вот сейчас будет визит такая, возможный, да? И что вы ожидаете от этого визита государственного? Какие-то будут, может быть, крупные инвестиционные проекты, да? Какое-то должно быть реальное содержание. Вот как вы? Ну, я думаю, во-первых, да, к этому визиту заранее уже было известно, через Министерство иностранных дел была договоренность и так далее, были протоколы, и всем заинтересованным секторам правительства было дано поручение, естественно, Министерство экономики, Министерство финансов и другие министерства, они должны были подготовить тот перечень вопросов, который у нас возникает в кыргызско-казахстанских отношениях. И выход. То есть они должны были предложить свое решение этого вопроса. То есть поднять этот вопрос, что существуют такие-то проблемы, проблемы прохождения грузов. Вот как сейчас Алмаз сказал, вот постоянно идут какие-то препоны, препятствия, когда наш груз идет в Россию по территории Казахстана, и через железную дорогу, и через автомобильный транспорт. Вот. То есть эти барьеры пока еще существуют. Хотя они неформальные, неофициальные и так далее, но они есть. И я думаю, здесь скрывать не надо, что и руководство Казахстана в курсе этих дел. Ну да, тем более готовится, да? Да, я Может, думаю, межправсоветы были? Да, то есть вопросов очень много в этих делах. Поэтому уже должны быть готовые решения. Вот, что встреча прошла плодотворно и конструктивно. Ну, то есть вы позитивно считаете, да, что Да, многие вопросы разрешатся? Да, и вот вживую, когда непосредственно не там где-то там на стороне, там в рамках ШОС или в рамках ЕАЭС и А так на далее. двусторонней основе. А здесь на двухсторонней основе, тет-а-тет, как говорится. Вот, глава государства Казахстана и глава государства Кыргызстана. То есть поднимаются вопросы, и как на взаимной основе, чтобы взаимные интересы были, никакого ущерба ни Казахстану в решении этих вопросов, ни нашей стране, Кыргызстану, не было. То есть был общий интерес, то есть найти общие точки соприкосновения, чтобы заинтересованность была и с этой стороны, и с этой стороны. Я думаю, вот эта встреча, она действительно, такие моменты, они не часто бывают, потому что, естественно, проблем хватает и у Казахстана, и у нас. И вот, используя вот этот момент, надо очень максимально решить те накопившиеся вопросы и проблемы, которые у нас на сегодняшний день существуют. И я считаю, эта встреча как раз кстати, и на ней должны вот решиться очень многие вопросы. Спасибо. Алмаз Мурза, вот ваша оценка, что вы ждете от визита президента Казахстана Токаева в Кыргызстан? Ну, во-первых, естественно, всегда нужно главам государственным переговариваться, тем более сосед. Соседа не выбирает. Если повезло, сосед, если повезет соседом, да, но сосед, он должен быть, то есть я думаю, что Казахстану не нужен дестабилизирующий пример для своей страны Кыргызстан в политическом плане, да, поэтому она все-таки будет тяготеть, чтобы у нас сохранялся авторитаризм. Вот это будет декларироваться, да, вот с этой точки зрения будет потом, она всегда диктовала, диктует внешней политики, и мы должны, это очень сложный вопрос, да, и в экономическом плане мы должны договариваться. Ну, реальные проекты будут. Да, реальные проекты. Я думаю, что вот вряд ли, вот есть, конечно, оптимистический план объединения стран Центральной Азии, хотя бы экономически, но она была в свое время разрушена входом России в этот, да, и ЕАЭС было создано. А теперь в этом у нас ничего остается. Единственное, может быть, на примере, если в европейской части Белоруссия и Россия как союзное государство, мы могли бы стать союзным государством Республика Казахстан и наша страна, да, Кыргызская республика. И вот в этих планах свои приоритеты, наши интересы соблюсти Казахстану. Вот такой, да? Но если ну это... вот то, что вы сказали, предполагается встреча, вторая рабочая консультативная, вот в ноябре, да, буквально 28 или 29 в Ташкенте должна быть встреча готовиться, но пока как бы точно ВДЦ, но может быть пройдет. Вот в этих рамках
Как вы думаете, будет какое-нибудь доминирование между Казахстаном и Узбекистаном? Я хотел бы, де-факто всегда есть доминирование сильных стран-государств, это Казахстан и Узбекистан. Просто экономическим потенциалом, да, допустим, если в Узбекистан уже наш мелкий и средний бизнес или фермеры на юге уже плачут, вот режим пропускной был ослаблен, ну, после смерти Каримова, да, бывшего президента, границы открылись, и она очень влияла. Если в таможенный союз ЕАЭС Узбекистан войдет, то еще хуже будет. Да? И в наших интересах, мне кажется, Узбекистан не должен вступать. Нам и так проблема вывозом сельхозпродукции, тот же соседний Казахстан. Мы будем голосовать против, да? Да, должны, да. А вот с Казахстаном мы должны наладить в рамках ЕАЭС двухсторонние отношения, и мы должны еще больше, чем другими странами, да, преференции какие-то. Но вы же знаете торговли. прекрасно экономическую формулу. Любой союз должен быть зона свободной торговли, свободное движение товаров, услуг, капитала и всех тех вещей, которые говорят. Это не должен быть геополитический или политический союз. Должно быть выгодно всем участникам. Сейчас нету таможени на границе членов ЕАЭС. В принципе, граница ЕАЭС с Узбекистаном и Таджикистаном это и граница ЕАЭС. Да? В принципе, есть у нас правила как бы существующие. Вот в этих условиях вот, визит президента Токаева, он говорит о том, что будет разработана программа развития на 3 года по всем отраслям экономики, даже в культурной составляющей. Вы ожидаете прорыв таких вот отношений? Все-таки это уже приезд президентов? Естественно, как бы новый глава государства Казахстана, Токаев, да, недавно президент будем, он сейчас он должен сыграть на свой авторитет. И он это сделает. Естественно, здесь, я думаю, что больше как бы Казахстан должен проявить мягкую силу в Кыргызской республике. Какие-то вещи должны они построить в нашей стране, чтобы показать действительно, что не просто братство, да, это она должна показать... Ну, вообще такие понятия, как братство, она не должна, политики все-таки это не политические, не экономические категории, да, так да, скажем? это не экономически, даже не политически, это просто такая... Неформальный. Да, ну нравится, не нравится, Да. немножко другие, да, понятия. Да. Неформально, это дипломатия всегда пользуется. Ну, это культурно. Да, для культурного аспекта. Поэтому мы должны выторговать для себя вот именно с Казахстаном очень для своих интересов, национальных интересов, чтобы границы были открыты, чтобы вот как Белоруссия, да, и нужно даже еще лучше, если 30 дней наши мигранты работают, ну, как и в России, по патенту, да, или вот без патента, да, пропиской, да, то нужно вообще, как бы, как вот в Белоруссии, России, да, свободные граждане должны без никакой вот, ну, может быть, регистрации, но без других вещей. Там есть такие понятия и в России, и в Казахстане, как миграционная карта. Да, да. Вот почему она не отменяется? Вот это между нами мы должны выторговаться, чтобы у нас были для наших трудовых Вот просто я мигрантов приведу вам льготы. пример единственного регионального в истории человечества союза, экономического, Европейский Союз. У них система простая. У них нет миграционной карты. Если ты член ЕАЭС, ты свободно передвигаешься. У них принимается такая вещь. Если ты открываешь банк в ЕАЭС, на территории ЕАЭС, то тебе не нужна лицензия других банков. Ты работаешь, хоть в строковую компанию, то есть все. Свободное передвижение товаров, услуг, капитала, да, понятно? Ну, у нас и нету. У нас будет такое с не Казахстаном? получается. Вот нужно в первую очередь это решить не в рамках ЕАЭС, да, На двусторонней основе. да, на двухсторонних. И когда это покажет время, тогда уже можно применяться. Вот когда мы вступали в таможенный союз, Казахстан был против. Она говорила, мы вот втроем разберемся, 3 страны, более-менее индустриальные по ВВП, которые сильнее, да, по совокупности, пропорциональной, паритетной покупательной способности. Казахстан стоит, если не ошибаюсь, на 53-м месте после России. Россия 50-е место. Мы-то стоим вообще за 100 с лишним месте. Да? У нас 3000, если не ошибаюсь, 960 долларов вот, от ВВП, да, и покупательской способности. Поэтому у Казахстана 27. Но в то же время, понимаете, Казахстан, он сырьевой страна. То есть он, конечно, вот эти углеводородные, он стремится, чтобы было у них больше машиностроения, производства, но технически это всегда, вот в Советском Союзе, это было всегда на западе, западной части
это вот за Ну, Урал, это да? быстрый доход приносит, Да, а конечно, вот это в выгодно. Казахстане это, ну, как бы очень мало. Здесь были сборки, да, и вот Казахстан стремится, но еще нельзя забывать, что в Казахстане официально у них от ВВП 8,7% внешний долг, 158 миллиардов. У нас 47,7%, а Всемирный банк, да, если не ошибаюсь, вот как экономистам, то 60% не должно превышать. То есть у них на Уже грани 70% риска стоит. А в других источниках они говорят, 101 превысила казахстанский внешний долг. И поэтому у них серьезные проблемы коррупции, которые они Ну, тоже... видите, у нас проблема в том, что есть, у нас граждане часто путают понятия. Есть государственный долг, есть внешний долг, есть внутренний долг, есть... у них внешний долг, да. То есть, как бы вот такие понятия, и часто люди смешивают. У меня к вам вопрос такой. Вот в крымско-казахских отношениях может быть такое понимание, как, допустим, взаимодействие на каких-то международных площадках, какие-то вопросы? Обязательно. Допустим, мы поддерживали, когда мы входили в Всемирную торговую организацию, да, мы поддержали Казахстан. Вот именно при вхождении. И в Россию поддержали, да. И, естественно, когда в Объединенных Нациях был Совет Безопасности, расширен Казахстан, она имела вот право, да, и этим мы должны были воспользоваться. На внешнем рынке, вот внешней политики, международных отношений, естественно, мы должны идти в тандеме. Даже вот больше с Казахстаном. А какие вопросы мы можем совместно делать, да? кыргыз-казахские? Но иногда они не совпадают, допустим, по климату. Ну, климат, да. экология, понятно. Да, Еще. экология, да. Вот в этих вопросах, хотя объявляется, вот у нас проблема с этим Аральским морем, да, то есть мы тоже по нему не можем пройти, и здесь вот разные политические Нет, понятия. ну, в принципе, страны. проблема Аральского моря — это не проблема Я думаю, Кыргызстана, только это безопасность. Узбекистана и Казахстана. Я Все-таки думаю, у них есть стереотип восприятия ну, многих, да. нету рационального использования воды. Наши интересы больше всего именно не гуманитарных таких, да, отношений, а именно экономических и безопасности. Вот в этих отношениях... То есть безопасность... Вы как думаете, где могут быть общая повестка Вот вы дня? поднимали вопрос, да, о возможности вступления Узбекистана в ЕС. Вы понимаете, это было бы, с другой стороны, это очень неплохо. Почему? Потому что если взять эту ЕС, эту интеграционную группу, то Россия имеет порядка 58% доли в ЕС. То есть, когда идет процесс голосования, принятия решения, одним 58. российским голосом, это Да, все ну доля принимается. экономики 90%, да? Вот представляете, если мы создадим в союзе реальный такой региональный союз, Узбекистан, Кыргызстан, То поменяется, да? Казахстан, где мы могли бы сконцентрировать свои интересы, Ну, в этом противопоставлять отношении, да. интересы. Почему? Вот с Нового года, как вы знаете, с 1 января 2020 года вдвое повышаются таможенные пошлины на автомобили, которые будут идти из третьих стран. То есть здесь открытое лоббирование российского автопрома. То есть они постоянно нас наталкивают, чтобы мы приобретали российские автомобили. Сборки, да? Постоянно вот на телевидении российском идет реклама и так далее, и так далее. То есть совместные предприятия в Калининграде и так Да, далее. да, ну, там у них много. южнокорейские и так далее, Да, и так да, далее. Мощная реклама идет. То есть это говорит о том, что вот мы приобретали российское. То есть если вот с точки зрения тех таможенных пошлин, которые сейчас будут пересматриваться в пользу как бы ЕАЭС, но основной, так сказать, производитель на рынок — это Российская Федерация. Ну, безусловно, 90% Это экономики ЕС — это нефтепродукты, Россия, да. это металл и лес и так далее, понимаете? Вот. Поэтому с этой точки зрения, вот если бы мы, так сказать, сконцентрированно свои интересы центральноазиатские выражали и ставили бы этот вопрос, и уже более... Вот почему Казахстан нам интересен. То есть Казахстан, он, конечно же, в ЕАЭС отстаивает свои интересы, он лоббирует свои интересы, он где-то тормозит какие-то решения в пользу там Беларуси и России. Он тоже... Мы, как маленькая страна, не можем поднять эти проблемы, поскольку мы
импортозависимы от этих государств. Особенно вот в части нефтепродуктов, металла, леса, то есть стратегического сырья, который Но нам в любом необходимо. случае встреча А кыргызско-казахских вот когда, президентов если это бы большое. мы как бы Обсудить общую повестку было бы лучше. сконцентрировали свои интересы, да, в этом союзе, как бы одним, так сказать, направлением шли, друг друга поддерживали в этих отношениях, я думаю, уже бы и решение... Ну, только позитивный шаг, да? Вот наша программа уже завершилась. Спасибо вам большое, что вот мы разобрали эту тему накануне государственного визита. Я думаю, те позитивные вещи, которые вы говорили, сам вопрос встречи двух президентов Кыргызстана и Казахстана уже говорит о многом, потому что мы интересны друг другу, и Казахстан тоже нуждается в Кыргызстане. И я думаю, что общая повестка дня на многие экономические проблемы и послужит процветанию двух народов и двух государств. На этом программа «Саясатка Саяхат» завершилась. Автор и ведущий программы Идир Сметов. До свидания.